Макак Резус в капсуле космического корабля. Почетные гости института Михаил Шолохов, Максим Горький, маршал Рокоссовский и президент Вьетнама. Каждый снимок – маленькая веха большого исторического пазла. Цель выставки – представить основные периоды деятельности научно-исследовательского института экспериментальной патологии и терапии Академии наук Абхазии. Здесь собраны уникальные снимки из архивов НИЭПИТа и фото художника Владимира Попова, а также личные фотографии сотрудников. Сегодняшнее мероприятие открывает ряд юбилейных мероприятий, посвященных 95-летию нашего института. Наш юбилей стал поводом для того, чтобы популяризировать науку, популяризировать наш институт. И еще раз вспомнить о том, что у нас есть такое славное достояние, как научно-исследовательский центр, всемирно известный приматологический центр. И открыть это мероприятие открыть как совместно научно-популяризационное светское мероприятие для всех, кого интересует история республики, история института, история развития науки. Институт был основан на базе Сухумского обезьяньего питомника в 1927 году. В 1958 году был учрежден НИЭПИТ, ставший центром изучения приматологии и научной базой по борьбе с различными заболеваниями. За этот период институт выдвинул ряд крупных специалистов, кандидатов и докторов наук, профессоров и академиков, чьи исследования получили международное признание. Мало кто знает, что в нашем институте задолго до хирурга Бернарда, о котором, конечно, вы все слышали, по искусственной пересадке сердца, у нас в институте за 7 лет до этого проводилась операция с искусственным сердцем, на животных, правда. А так, перебирать области это очень трудно. Скажем, тот же полиомиелит, ведь до работ в нашем институте он шествовал по всей планете. Это клещевой энцефалит, это тиф, это холера, это онкологические заболевания. Можно перебирать и перебирать. С тех пор прошли десятилетия. За годы существования НИЭПИТ пережил периоды падения и расцвета. Однако, несмотря ни на что, работа в институте продолжается. Проводятся исследования, необходимые для решения вопросов науки и здравоохранения. Ныне учреждение является одним из ведущих структурных звеньев Академии наук Абхазии. Очень интересная тема, я считаю, это тема по изучению феномена абхазского долголетия. Мы в этом плане работаем совместно с институтами Москвы, Питера, Питерский институт геронтологии, который возглавляет Хавинсон, с Уфимским институтом генетики и многими другими. У нас есть определенные уже результаты. К тому же мы, конечно, хотим, не знаю, насколько это получится, обследовать людей, которые уехали 150 лет тому назад, махаджиры, в Сирии, в Турции. Это будет очень интересно. Выставка объединила представителей научного сообщества Абхазии. Директор научно-приматологического музея НИЭПИТа Альдона Салакая прочитала лекцию об истории института. Мероприятия, посвященные юбилею института, продолжатся 27 и 28 октября. Эсма Голанце, Алексей Баструков, Абхазское телевидение.